Дайте мне на нем. Что было-то на нем вообще? А? Я долго, наверное. Я не долго, наверное. Я не долго, наверное, говорю. Так, где тренер? Угу. Сейчас. Вот, все. Итак, что там? Перемещать ползунок. Ну, как-то так. Нет файла. Итак, в него можно? Да, играть на джойстике можно, это прекрасно. Да, все офигенно. Вам хочется дышать посвободнее, не злиться, постоянно умирая и посмотреть достопримечательности в перерывах. Так, разработчики рекомендуют брутально беспощадно только для хардкорщиков, но это для нас. В 2091 году повсеместные технические достижения, что-то там, игра с людскими жизнями никогда еще не было так весело. Видимо, какое-то реалити-шоу или что-то типа того, насколько я понимаю. Убить босса какого-то. Окей. Стильно. Рай. Что там в раю у нас? Так, мышку уберем. Угу. Вот челик появился. 3, 2, 1. Все системы запущены. Твой хозяин. Окей, хозяин. Ты в небесах.
Ты здесь, чтобы убить босса. Они знают, что ты здесь. Так, это я, подожди-ка. Ладно. Делай, что я говорю, если хочешь остаться живых. Теперь давай проверим управление. Так. Ага. Так, подожди. Подожди, пожалуйста. Блин, он мне говорит только вот так вот, да? Ну или неважно, да? Ладно, пойду так. Надеюсь, потом поменяется. Осматриваться при помощи R. Угу. Вот такой при помощи RB. Все. Не можешь ты меня видеть, ага. Гейдбоссы. Окей. Блин, пока все просто. Повеселимся, парни. Повеселимся. Охрана солдат корпорации получила следовательство. Так, легко. А что это такое? Забрать не могу? Видимо, нет. Остановись. Что происходит? Не знаю, что. Мне его надо было убивать или нет? Рывок ЛБ. Ага. Удиров коматмен. Ух ты, чё. Окей, это странно. Мне нужно тебя убивать или нет? А, ты не умираешь. Странная игра. Иди сюда, говнюки, прикончите. Давай, посмотрим, что ты можешь. Тут, видимо, слоумов всегда будет или что, я не знаю. На. Что-то жесткое. Давай. Бля. На, сука. Снежинки падают, окей. Блин, не то, что я ожидал, конечно, но нормально. В принципе, реально как Hotline Miami. Энергия тратится на способности устройства. Матрица энергетических сетей. Так. Так, база данных. Так, матрица энергетических сетей. Для каждого импланта или апгрейда нужна энергия, если одни могут работать на обычных матокинетических зарядах. Будьте. Для большинства энергия хранится в подкожном и гальваническом сверхпроводящей ткани, которая соединяет ваш интерфейс с различными кибернетическими устройствами.
Эта ткань называется матрица энергетических тканей или МЭС. Каждый имплант, который потребует большого количества... Ваш текущий уровень, понятно. Умные вины. Полуразумный дрон с последним желанием будет преследовать тебя, пока не поймает. Окей. Охрана. Охранники, используемые корпорацией Нага Шива, их набирают и обучают охранять частные общественные места, такие как гражданские здания и штаб-квартиры корпорации. Их часто нанимают для публичных мероприятий, таких как концерты, спектакли, фестивали, обученные быть настойчивыми, но вежливыми. Они будут без колебаний применять убийственную силу, если им не подчиниться или оказать физическое сопротивление. Небеса. Ну, то есть небоскреб какой-то. Уложив значительное средство в регион Ренкока, они практически им завладели. Под огромным корпоративным зонтиком небес бесчисленные дочерние компании работают в самых разных сферах, от научных разработок до производства логистики, транспорта и всего сопутствующего. Их основным продуктом является виртуальность, реальное ощущение в виртуальных мирах. Блин. Окей. И у меня стальная труба всего лишь, оружие какое-то, блин. Конечно, печальное. Нет ничего лучше, чем хорошо сбалансированный кусок коррозийностойкого металла. Такие трубы из нержавейки используются в канализационных системах по всему миру. Если какого-нибудь крепко приложить от трубы, он вырубится, будьте уверен. Или нахрен умрет. Так. Ну, а способности че? Так, очков способности нет. Ну, наверное, блинк надо будет качать. Ладно, пойдем. Открой круговое меню. Энергетический щит. Окей. Все, понял. Да, я понял, убью босса. Сейчас, подожди. Убей босса. Достал. Турель активна, хрен знает. Не стреляет. Ну окей, там турельчик стоит. Подожди. Там явно турель. Да, вон она выскочила, твоя мать. Ну я понял. Хорошо. А можно без этих? Да, вот все поставил. Я могу, кстати, без щита обойтись какое-то время. Опа. Видимо, не смогу. Собака. Ага, спасибо за энергетический щит. У меня вот эти вот сообщения с энергетическим, блин, точнее с убей босса, блин, скоро достану. Как бы с одного раза понятно, что мне надо убить босса. Оп. Опа. Ну, собака. А, мать твою, в смысле? Я его убил. Блин, и у них катана. Почему катана не берет? Или стволы, блин. Вот в Майами там можно было бы брать стволы. А тут почему нельзя? А, тут еще можно копить, да. О, какой мощный удар. А он еще свой попал. На, мразь. Вот и все. Блин, а игра-то легкая, оказывается. Да. Иду убивать его. Ствол, да?
Губитель. О, спасибо. 8 патронов. Ну, понял. Так, патрон бесконечный, да? Все, теперь можно будет доставать солу. Подбирать точнее. Оп. Так, Крис СП какой-то. Так, сейчас почитаем. Крис СВ-4. Хотя огнестрельное оружие входит в прошлое, кое-где оно еще способно принести пользу, особенно в улице. На улице. Компактная штурмовая винтовка Крис СВ-4 это более молодая золотная версия стандартного пистолета-пулемета, которую так любят полицейские. Чрезвычайно мощная и точная, стреляет пулями из объединенного урана, который поразительно с легкостью пробьет самую крепкую броню или энергетическое поле. Круто, круто, круто. Обычный пистолет. Губитель. Есть один чудик в центре Рэнкока, настоящий гений по части модификации разных технологических штук. Попался ему как-то в руки сам по себе уникальный пистолет Кальмар, который тот превратил в еще более опасную штуку. А потом отдал ее за долги какому-то хмырю, у которого был зуб на корпорацию Небеса. С тех пор этого оборванца никто не видел, как и его пушку. Она была быстрее, легче и почти такая же убойная, как и оригинальный Кальмар. И вот удачи, ты ее нашел. Везучий сукин сын. Да. Я ее, кстати, нахер выбросил. Такой клевый пистолет. Видимо, был. Ну, насрать. Пойдем. Убьем этого босса. Мультирывок. Ух ты. Назначить все точки рывка при помощи арта. Окей. Опа, опа. И что это мне дает? Вроде бесполезная хрень. Ну хотя я точно не знаю, подожди. Вот так, допустим. Ну все, окей. Так, как менять оружие? Я хочу поменять оружие. Окей, просто все понял. Так, подожди. Безопасное место, это что, не безопасное место? Сильно, блин. Так, оружейный шкаф. Так, подожди. Дробовик. Арена. Ну блин. Что-то игра какая-то однообразная. Ладно, тут хотя бы такой же классный саундтрек, как в Майами. Было бы прикольно. Но пока что-то все скромненько.
сильно. Чё нет? Что-то еще расскажешь, нет? Ну ладно. Спазм мат. Блин. Ох ты чё. Где-то мощная пушка. Чё они? Окей, вот это уже поинтереснее. Нас теперь просит не убивать его. Кобра НПЗ какой-то попался нам. Так. А, блин. Да блин. Мне все кажется, что это сон, блин, до сих пор мне от этого, как это называется, от PlayStation. Не увидишь. А как мне проснуться? Вы мне бы хоть объяснили, как это все. Может просто игру выключить, ответить права. Надеюсь, это босс. Угу. Видимо. А, блин. Начальник охраны иногда жизнь довольно коротка. Ты хочешь убить моего босса? Я здесь, чтобы не дать тебе это сделать. Все на своих местах, все как и должно быть. Я выпью за это, когда мы покончим с тобой. Взять его. Окей. Окей. Так, час пробил. Босс ждет за этой дверью. Я ставлю таймер, когда он дойдет до нуля, ты умрешь, убивая врагов, чтобы отсрочить неизбежное. Сражайся как можно быстрее, если хочешь жить. Секунд. Сдохни. Вождь Ватаяма. Чё?
Все. Окей, окей, это было легко. Достижение какое-то. Все, сдохли. Срань Господня, я не опоздал, говорит она. Ты в порядке? Черт. Ну... Окей, ну... Я пытался добраться до тебя, кто-то взломал твой чертов мозг. Это подстава, они послали тебя убить босса небес. Еще плохие новости. Они забрали твоего брата, чтобы ты сделал работу. Окей. Это значит, они его убьют, если мы не найдем его раньше. Убирайся отсюда живо, направляйся в Южный Рэнкок. Я свяжусь с тобой там. А, с плюсом. Заезжие боялись. Стильно. Devolver Digital представляет. То есть он вышел из здания, что ли? А чё у меня рука оторвана? Raycon Games Production. Руинер. Что у нас тут? Подарочек от Санты. Ты не в форме, парень. Пары запчастей не хватает. Фух, нарисованный какой. А у меня, видимо, видеокарта старая, то людей вижу нарисованными. Хоть и были 3D модельки вроде бы. Так, Южный Рэнкок. Там мы прячемся после того, как это дерьмо появилось на небесах. Так себе местечко, зато люди хорошие. Все равно все к лучшему. Механикс. Я вижу, ты живой. Если бы я сам не принес тебя сюда, ни за что бы не поверил. Ты что-нибудь помнишь? Как ты здесь оказался? Блин, если нажимать на все нижнее, то я типа плохой, да, типа убью тебя всех хуйня. Что за бред? Надо все время кивать, да? Ну давай пожму плечами. Что бы там ни случилось, тебя изрядно потрепало, малыш. Я вытащил тебя из канала без одной руки. Повсюду кровища и провода. Твоя маска совсем развалилась на части. Я бы, конечно, разобрал тебя на части, но она попросила тебя помочь. Хотя просить обычно бесполезно. Я склеил твою маску с соплями, клеем, жвачкой. А еще установил тебе новую руку. Попробуй что-нибудь сделать, твое железо уже давно устарело. Я еще вставил тебе новый чип гражданина. Решил, что захочешь начать все сначала. Теперь можешь получить карму и быть легальным покупателем. Я покажу как. Карма, то есть бабки получается. Окей. Это очки способности использовать для получения способностей. Понятно, понятно. Новые способности. Подкрывать с повышением уровня кармы. Открывается очки. Так. Здесь можно узнать о любой способности или улучшении. Угу. А еще можно посмотреть действия в полном экране. Понял. Каждая способность может быть развита с помощью улучшений. Это ясно. Ты можешь отключить любую способность и использовать освободившиеся очки способности, чтобы активировать другие. Ага, ты можешь управлять своими способностями в любом месте. Просто нажми открыть панель. Угу. Так, энергетический щит.
Вот эта херня. И все, да? Мне больше не хватит, да? Да, не хватит. Больше ничего нет. Так, нацеленный удар. Кинематический усилитель ярости. Это кибернетическое улучшение, которое анализирует, хранит и перенаправляет кинетическую энергию. Твое тело накопленной энергии питает одиночный удар мощнейшим выбросом. Так, погоди, он мне же есть, правильно? Ну, блин. Энергетический щит или рывок. Ну, энергетический щит как-то получше был, что ли. Теперь щит также отражает снаряды и бросаемые предметы. Классно. Так, рывок, босс. Известен также под прозвищем Большой Пес. Об этом самом влиятельном человеке Рен, как известно, очень мало. Но его жажда власти прошла в легенды. У него должно быть несметное количество врагов. В последнем покушении на его жизнь в качестве убийцы участвовал ты. Брат, вы всегда были близки, были самым главным в жизни друг друга. Такое единство редкая вещь в нынешнем мире. Ты сделал бы для него все, и они подумали, что это можно использовать против вас, превратив вашу силу в слабость. Это было их величайшей ошибкой. Не угрожает убить его, но пока ты не попадешь духом, ты можешь вернуть его с моей помощью. Она. Это я. Недавно я спасла твою задницу, точнее голову от взрыва. Кто-то взломал твой мозг и взял тебя под контроль. Мне довелось взглянуть на секретные файлы небес, которые, к сожалению, недоступны простым смертным. Увидела, что происходит, и решила вмешаться. Еще в несколько минут, и с твоим названием можно было попрощаться. Кто бы это ни был, кто бы это ни сделал, я не преподам урок ремесла. И лучше из душ тебя учить, при этом ты дал в своей стране. Вот интересно, почему ты не помогаешь вообще? Так. Информация про всякие столы. Его явно придумал какой-то псих. Да-да-да. Интересно. Ты сейчас в Южном Рен, как я. На самом деле, проблемы скоро найдут тебя, если ты найдешь их раньше. Окей. Но в Донном Дыне. Привет, Макс. Привет. Тоже тебя рад видеть. Южный Рен как Механикс. Угу. Вот ты где. Нам надо торопиться, если мы хотим спасти твоего брата. Я поковырял в дерьме, которое вставили тебе в голову, и кое-что нашла. Сотрудник небес, кодовое имя Колдун. Я проследила его сигнал до Южного Ренкака. Дальше его след обрывается, как удобно. И как раз в Южном Ренкаке. Бывший коп Рустам постоянно торчит в баре «Восток». Его можно разговорить за выпивку. Если колдун в городе, Рустам знает, где он. Поговори с ним. Рустам, блин. Помни, ты можешь нажать, если потеряешься, удачи. Все, понял. Еще. Что еще можно? Все так плохо, да? Неудивительно. Пару часов назад кто-то взломал твой мозг и послал тебя убрать босса небес. Предположу, что это был колдун. Тебе было хреново, мне пришлось перекрутить твою руку, чтобы справиться со злом. Извини, конечно, но это лучше, чем сдохнуть. Дела плохи, колдун и его банда похитили твоего брата. Думаю, так они заставили тебя отправиться за боссом. Окей. Сейчас я могу тебе помочь найти его, ведь для этого нужны друзья, да? А мы уже друзья? Окей. Либо колдун схватил твоего брата, либо он скажет нам, кто это сделал. Спроси в баре «Восток» Рустама, бывшего копа. Да понял, я все понял. Зачем несколько раз повторять одно и то же? Так, давай, что там про этих ублюдков. Так, самая бедная, грязная, неинтересная часть города. Здесь обитают фрики, изгои, преступники и просто те, кому
посчастливилось, кому не посчастливилось. Всегда незачем соваться, если не питаешь особого пристрастия к грязи, нищете или у тебя буйное помешательство. Если только у тебя нет планов бесследно пропасть, идеальное место, чтобы залечь на дно хотя бы на какое-то время. Среди лентяев и чокнутых в этой деле заправляют реально хитрые ублюдки. Люди, которые точно знают, что делают, и не отсвечивают, Оглядись вокруг, возможно, подружишься с кем-нибудь. То есть мы сейчас реально будем гулять, да? Обширная городская территория, сплошная в Юго-Восточной Азии, не самый центр известной вселенной, но дешевая рабочая сила, низкие налоги, разгул коррупции, царящее беззаконие делает этот город раем для бесконтрольного роста бизнеса. Впрочем, Рен как центр виртуальности. Так, система управления гражданами. Система управления гражданами Рен только разработана управляемой небесами. В Ренкаке гражданство основано на лицензионном соглашении на программное обеспечение. Ты подписываешь соглашение, когда регистрируешься в системе. Так что спасибо твоим родителям. Благодаря персональным чипам учитывается каждое решение и действие каждого гражданина. Система подсказывает их жизненный путь и рекомендует оптимальный жизненный выбор. Согласно линии компании, в соответствующей рекомендациям системы, люди будут жить лучше. Фактически, эта рекомендация часто приводит к их ловушкам судьбы, особенно граждан из нижних районов, которые часто попадают в число постоянных носителей секс-игрушек и источников запасных частей тела. Ни хрена себе. То есть... Блин, а интересно. То есть ты типа такой родился, чтобы не страдать потом, допустим, когда ты закончил учиться. Ты такой задаешься вопросом, а куда бы мне пойти, типа, дальше, да? Там учиться на кого-нибудь там, типа, на юриста или там на инженера. Тебе вот этот сраный чип сразу подскажет, куда идти. И тем самым ты просто, блин. Идеальная херня для правительства. Тут рабочая сила, наверное. Ну тут, короче, наверное, все хорошо с заводами и всяким таким. Еще типа секс-игрушек до хера. Ну то есть, типа, граждане секс-игрушки. Короче, там проституток и шлюх тоже дохуя. Блин. Карма. Ну это валюта в городе Рен, как часть системы управления гражданскими корпорациями небеса. Чем выше ваша карма, тем выше ваш статус гражданина, тем больше и лучше ваше имущество. Карма накапливается гражданам в результате внезапных решений, находок и поведения, одобряемых системой. То есть система одобрила убийство охранников. Странно, блин. Ну ладно. Ее можно потерять за несанкционированное поведение, например, ношение запрещенной прически или убийство. Не волнуйся, я нашла лазейку. Каждый раз, когда ты убиваешь врага, я отключаю связь и перехватываю карму. Я сохраняю на твоем аккаунте, так что ты можешь получать новые гаджеты и апгрейды. Ну шикарно же, правда? А, ну окей. Взломали. Поэтому получаю бабки. Изобретенный и получивший широкое распространение в 2047 году. Ждите. Этот чип вводится в организм каждого гражданина при рождении. Это наноэлектронное устройство не только хранит карму гражданина, но и отслеживает его движения, биоданные, встречи, поведение и поговаривает, что и мысли. Механик зарегистрировал для тебя новый чип под ложным именем. Лучше не спрашивай, откуда он его взял. Таким образом, у тебя есть доступ к системе Ренкака, и ты можешь получать карму, не раскрывая своей настоящей личности. Механик старый, ворчливый засранец, прокачанный во всех местах. У него мастерская по ремонту байков в Южном Ренкаке, он в курсе всех электронных штук и знает их вдоль и поперек. Вообще он такой древний, что его импланты, наверное, на паровой тяге. Он может соорудить или прокачать любой гаджет, какой ты только сможешь себе представить. Для человека и его талантов о нем мало что известно, очевидно, у мужика свои секреты. Колдун. Ублюдок, который взломал твои мозги и оставил умирать. Работал программистом в штабе небес, пока кто-то не подговорил его устранить босса. Глядя на его стрёмный код, я удивляюсь, как ему вообще удалось пробраться так близко. Хорошие новости о том, что такого дилетанта очень просто выследить. Ну это радует. То есть игра, я вот тут думал, что игра будет капец какая однообразная, в том плане, что я буду бегать там по этому странному небоскребу.
И все. Ну, чувак, давай, дай ему сдачи, что-то. Раз. No. У этого беляша явно проблемы. Этот уголек его уничтожит по-любому. Так, что там? По 10 на каждую. Что они там болтают? А что? А этот просто... А чувак просто... Контейнер бьет. Ну это кто такой? Капюшон. Гопник какой-то. Добро пожаловать в забытые королевства. Это конец линии. Мне нравится тут сидеть. А когда-то тут был магазин чьей-то мамы. Это успокаивает, я прихожу сюда подумать. Твоя маска. Я ее знаю, она мне знакома. Окей. Мы не встречались в другой жизни, наверное, в следующей. Окей, иди в жопу. Оставь меня. Отвали. Так, рабочий какой-то. Здесь был рыбный рынок. Рыбы уже давно нет, а вонь осталась. О, шлюшка. Дейзи. Дейзи. Привет, я тебя раньше не видела? Я бы запомнил, вот эта маска, мне она нравится. Наверное, под ней ты красавчик. А хер его знает. Пожмем плечами. Так, круто. Если хочешь попасть в класс, поговори с вышибалой, пока. Вышибала. Ты не проходишь, проваливай. Вот, блин, он не пустил тебя? Грустный смайлик. Наверное, потому что у тебя слишком низкий уровень кармы. Ты же знаешь про карму, да? Ну да, типа, уже знаю. Надеюсь, ты скоро заработаешь достаточно кармы и сможешь пройти. Это, блин, в принципе, прикольно. Я вот видел нечто похожее в этом, в одном сериале. Орвилл называется. Там у всех людей, короче, был прикреплен бейджик какой-то, и на нем были отображены, точнее, не отображены, а там есть кнопка, короче, типа вверх зеленая и низ красная. Если нажимаешь вверх, это типа ставишь лайк, а если низ, то типа дизлайк. И люди, у которых там типа дохера дизлайка, они становились типа этими изгоями в общество. А те, которые имели там дофига лайков, они были успешными людьми и могли попасть хоть куда, хоть ведущим на каком-нибудь телешоу или что-нибудь типа того. И блин, ну тут походу то же самое. Тут у людей типа есть карма, и у кого-то типа дофига карма, тот типа офигенный чувак. Так. Так, я, получается, вот тут бар Pleasure. Там бойцовский клуб. Инфоком малого района, окей. Дальше вот бар Восток. Ага. Ну, давайте пойдем в бар Восток, поговорим с Рустамом, что он там. Рустам. Так, беспорядок. О, блядь. Сестра беспорядок. Привет, красавчик, ищешь спасения? А некуда прятаться. Привет, тьма. Да, давай. Мы предлагаем избавление через страдания. Освободи себя от ярлыков и объедини в себе то, что было разделено с целью контроля и самообмана. Боль, наслаждение, вина, невинность, свобода, рабство, добро и зло, рай и ад. На весь ярлык, на любое человеческое чувство, его истина будет потеряна. Обрати свою веру в церковь беспорядка, испытай страдания и будь вознагражденным. Ну, давай, объясни. Сначала тебе нужно научиться страдать. Различи наказание, боль, даже смерть. Повинуйся чистоте ощущений и потом возвращайся сюда и будешь вознагражден. Ты должен умереть минимум 50 раз во время своего приключения. Сделаешь это, я награжу тебя, но только раз за миссию. Будь осмотрителен в том, что как ты приносишь жертву. Я ожидаю твои страдания. А какой профит с этого? Я типа, что я получу? Карму или что? Наверное, будет намного лучше, если я просто, не знаю, типа пройду уровень на А плюсом.
Так, церковь в стиле ночного клуба, или может быть наоборот. Организованная религия стала формой развлечения. Идя навстречу прихожанам, церкви сменили имидж, а клубы добавили дополнительные духовные измерения. В результате они стали одним и тем же. Заполнив нишу, предлагая физическое освобождение и духовный путь без вины, по крайней мере в теории, твои страдания будут вознаграждены, карма в обмен на смерть. Сладкое сожаление. То есть, если я буду умирать, то мне дадут карму. Окей. Хозяйка в клубе виртуальности. Милая девочка, правда, немного помешана на работе. И на тебе тоже, кстати говоря. Внезапно. Ну, мы про него уже читали же, нет? Так. О, Рустам сидит, здорово. Рустам. За этой маской ты прячешь уродливую морду или что похуже? Может, подождем. Этот вид должен впечатлить меня. Я знаю, что ты хочешь. Точнее, кого? Колдуна. Называют себя технарем. Думаю, ты называешь это своей следующей жертвой. Он зависает местной бандой под названием Калеки. И заставляет людей исчезать. Последнее, что я слышал, они спрятали его на подземной закрытой парковке. Если хочешь заработать немного кармы, то там же ты найдешь парочку особо опасных преступников, за голову каждому назначена хорошая цена. Блин, это прикольно. Так, ты хочешь достать этих парней из закрытой парковки для меня? Да, давай. Ну хорошо, я получу карму, наград твоих приятелей в полиции и поделюсь с тобой. Я могу передать ее прямо отсюда, так что тебе не надо будет встречаться со мной, а мне с тобой. Давай, двигай, и пусть тебе... И пусть это останется между нами, болтуны нам не нужны. Доберись до закрытой парковки. Грустный суши-шеф. Мне можешь с тобой поговорить? Рекомендую наши... А, нет, нельзя. Это худшее, что побывало у меня во рту. Окей. Ворчу. В чем дело, может... Так, туда зайти нельзя. То есть... Опа, нифига, что это за здоровая хрень. Офигеть, вышибала классная. С такой страшной рожей у тебя нет шансов. Девушка. Вчера в небесах кое-что произошло. Так, байкерша. Механик, фантастический инженер. Все, что... ну ладно, неважно. Так. Провидица из Цин. Из Цин. Узнай свою судьбу. Давай. Что это? Свет таится в центре Земли, символ поражения света. Не просияешь, а померкнешь. Сначала поднимешься на небеса, а потом погрузишься в землю. В трудностях стойкость. Объясни. Ты вторгся к небесам, мальчик. Такие дела не остаются незамеченными. Твои действия привели к развязыванию насилия. Тебе остается только принять свой путь. Он темный, и ты несешь эту темноту с собой. Жизнь твоего брата — это свет, который ведет тебя. Помни, найти выход можно только пройдя весь путь. Какого хера все в курсе о том, что у меня происходит в жизни? Что за дерьмо? Типа, я поведу тебе твою судьбу, если ты принесешь мне 3 монеты, и из твоего следующего приключения больше никому не нужно об этом. Ну ладно, насрать. 1 монета на закрытой парковке, понял. Старуха. Ох ты. Клевая старушка. 1, 2, 3. 3, 2, раз. Око вечно зрит на нас. Око, ты видела его? А, она тебя видела. От свидящего ока не скрыться. Отвернуться, ткнуть пальцем. Что это? Подожди. Кто здесь? Настоящее лицо за маской. Это ты. Ты и есть Око. Око, ты пришла, ты увидела, ты знала. Выслушайте. Да, игра началась. Чтобы добраться до короля, начни с пешек. Я вижу, 1 пешка уже в пути, следи за ним. Око. Ну, окей. Она следит. Она постоянно следит. У тебя мишень на спине, за тобой следят. Что там? Трансляция упала весь день какой-нибудь, что-то. Технари какие-то что-то чинят. Ну, пойдем. В принципе. Ну, конечно, игра, блин. Они могли и постараться сделать ее, но чуть-чуть получше.
А так, в принципе, очень даже симпатично все. Так, закрытая парковка наверняка здесь. Так, Рэнкок. Так, ну-ка, инфоком. Я здесь, закрытая парковка. Ага, все ясно. А тут что происходит? Тусич какой-то. Делец. Ого, небесам надо утрясти это дерьмо. Я теряю прибыль. Послушаем. Какой-то псих устроил там погром, акции небес падают. Естественно, никому не удастся долго притеснять небеса, я имею в виду, к ним никто не может составить конкуренцию. Черт, в этом что-то есть. Купить по дешевке сейчас, продать задорого, когда небеса отскочат. Этот психокиллер сыграл мне на руку. Ты выглядишь исполнительным малым. Знаешь что? Если ты сможешь раскопать немного сочной инсайдерской информации, любой, которая может повлиять на стоимость акций небес, я отсыплю тебе кармы. Давай. Как ты за, невероятно. Возвращайся, когда нароешь сведений от верхушки пищевой цепочки небес. Грязные деньги ждут. Держи скромное вознаграждение в виде кармы. В какое время мы живем? Я собираюсь стать богаче самого Бога. Черт, быть может, богаче самого Форка Паркера. Наконец-то заткну его. Жиль. Я бесполезный, бездомный и свободный, как хрен знает кто. Я не могу получить доступ к своим профилям. Жалко. Я люблю тебя, детка. И кому это он говорит? Я тоже тебя люблю. Густить тебя коктейлем. Пожалуйста. Ну, угощай. Что-то. Не пустишь, да? Ну ладно. Мне нравится твоя сладкая ложь. Ты самое сладкое создание. Ну, блядь. Что-то там пиздец какой-то. Калека. О, это же они. Надо коллег покалечить. Охранять это место, типа моя работа. Давай, пойдем. Ну и что ты скажешь? Не страшно умирать? Они меня просто впустили. Чувак, который вроде как охранял дверь, тоже меня пустил. Ну и что тут? Гнездо коллег. Окей. Мы преследуем колдуна, придурок, что копался у тебя в мозгах. Окей. Мы на территории коллег, так что будь осторожен, не стоит их недооценивать. Коллеги, конечно, болваны, но кровожадные сукины дети, да? Коллеги — банда чокнутых третьих детей. Они прячутся от правительства под землей. Их лидер Нерв, известный псих. Держит банду, используя устрашение и нездоровую отцовскую любовь. Колдун у них всегда рядом. Он у коллег последняя опора, так что без боя они его не отдадут. Эти парни тебя прикончат и глазом не успеешь моргнуть, так что поаккуратней там, дружок, взять их. Да. Она мне еще как собаки. Че это? Типа первый чувак. Несмотрительный хакер, амбициозный трус. Короче, типа первый босс, которого надо ушатать. Типа... Ну окей. Мне тут еще сказали какие-то монеты искать. Короче, всяких этих... Живее, чувак, прыгай. Что это? Ага, там стоят какие-то турельчики. Любопытное устройство. Коллеги могут что угодно превратить в ловушку: мусорные баки, ржавые трубы, ксероксы, дохлые крысы и петарды. Миленько. Так, окей. Что это? А, я карму получил. Нормально. Так, челик лежит. Эти коллеги реально поехавшие. Говорят, они сюда притаскивают копов и мучат их до смерти. Просто по фану. Ублюдки. Сейчас будем их наказывать. А тут что такое? Монеты. А, вот так они выглядят, да? Ладно. Карма. Ты получаешь немного кармы, собирай ее, чтобы увеличивать уровень.
Да это я понял, я ж до этого собрал карму вроде как. Тихо. Что это было? Тачки. А тут по стелсу можно проходить, интересно? Блин, ну ладно. Ну и куда мне идти? А, понятно. Ты серьезно ошибся, чувак, это территория коллег. Ты знаешь, что мы делаем с лохами вроде тебя? Не знаю. Мы стащим эту маску с твоей рожи и кожи. С тебя живем, зверем. Понятно. Психованные, неуемные, вооружены слабо, атакуют стаями. На. Да вы, блин, ну окей. По сути, надо было оставить это соло на потом, но какого хера? Какого хера? А добивать можно как-нибудь вообще? На, мразь.
painful to watch.
yourself.